Российской Федерации. Комментируя собственный указ об упрощенном порядке получения российских паспортов гражданами ДНР и ЛНР, вы заявили: у нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди Донецкой и Луганской республик вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границу с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать свои элементарные потребности и реализовать свои элементарные права. Это чисто гуманитарного характера катастрофа. Заканчивается цитата. Общественность Ингушетии с пониманием относится к озабоченности руководства России к проблеме защиты прав и свобод русскоязычного населения, в какой бы части земного шара они ни проживали. Если их права нарушаются на государственном уровне, то дело России защитить и права и свободы всеми доступными средствами. В этом нет сомнений. Казалось бы, что если руководство России принимает определенные меры по защите прав своих соотечественников, проживающих в Украине, то права и свободы собственных граждан, какой бы национальности они ни были, внутри Российской Федерации тем более должны быть обеспечены. Но, к сожалению, это не так. Во всяком случае, в отношении нашего ингушского народа. В доказательство выдвигаемого нами обвинения в адрес руководства России в части игнорирования проблем защиты прав и свобод всего ингушского народа на протяжении многих десятилетий приводим многочисленные факты. Так называемый осетино-ингушский конфликт 1992 года, заранее спланированный руководством Северной Осетии и осуществленный Осетиями с помощью вооруженных сил Российской Федерации, завершился изгнанием из пригородного района, оккупируемой Осетии с 1944 года, более 70 граждан России ингушской национальности. Ограблением и последующим сожжением около 5000 ингушских домовладений. Уничтожением сотен стариков, беременных женщин, детей даже грудного возраста. Бесчеловечными издевательствами над захваченными в плен ингушами в благовременно обустроенных концлагерях. Угоном в Южную Осетию многих десятков ингушей, судьба которых до сих пор неизвестна. Многочисленными правозащитными организациями, многими высокопоставленными российскими чиновниками, обществом «Мемориал», высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры РФ, а также широкой общественностью многих субъектов РФ, не говоря о общественности Ингушетии, события осени 1992 года признаны геноцидом ингушского населения города Владикавказа и пригородного района. В течение всего постконфликтного периода федеральная власть явно поддерживает осетинскую сторону, что повлекло за собой прямой запрет на всеобщее возвращение ингушей в места прежнего проживания. Массовое похищение ингушей из числа немногочисленных граждан, уже вернувшихся в так называемые открытые населенные пункты пригородного района. Полный запрет на возвращение ингушского населения в 8 из 16 ингушских населенных пунктов, находящихся под юрисдикцией Северной Осетии. Снос с лица земли населенных пунктов Терк и Черновеченко, расположено у входа в Дарьянское ущелье с целью отсечения ингушей от стратегически важной военно-грузинской дороги. Федеральный центр передал полномочия по контролю над урегулированием в кавычках, конфликта руководству Северной Осетии, полностью исключив из процесса ингушскую сторону. Эта проосетинская политика федерального центра привела к тому, что в 1993 году Верховным Советом Северной Осетии было принято, по сути, фашистского толка постановление о невозможности совместного проживания осетин и ингушей. Хотя этот акт был признан Конституционным судом РФ неконституционным, он негласно продолжает действовать все постконфликтные годы. Об этом свидетельствует, помимо приведенных выше факты, недопуска более 100 тысяч вынужденных переселенцев в места прежнего проживания на свою историческую родину. Отказ ингушским детям обучаться с детьми других национальностей в школу,
Всеобщее ущемление прав и свобод граждан ингушской национальности, вопросы избрания в представительные органы разных уровней, устройство на работу в правоохранительные и силовые структуры Осетии, трудоустройство в госучреждении, занятия бизнесом, обучение ингушской молодежи в вузах и судах Осетии. Таким образом, мы видим, что власти Осетии с позволения федерального центра приобрели широкую возможность моделировать своих интересов, характер и продолжительность урегулирования конфликта. Продолжающие действовать в Осетии нормативно-правовые и социально-экономические акты препятствуют не только возвращению вынужденных переселенцев, но и создают невыносимые психологические условия для нормальной жизни уже вернувшихся в душа. Глобальной целью этой политики сегрегации является выдавливание всех жителей ингушской национальности за пределы Осетии. Это очевидно националистическая политика руководства Осетии направлена на окончательное закрепление статус-кво пригородного района и других ингушских территорий, удерживаемых с 1944 года, и исключение из самой возможности воплощения в жизнь российского закона о реабилитации репрессивного народа. Мы по возможности кратко изложили бесправное положение части ингушского населения в контексте так называемого осетино-ингушского конфликта. Но нельзя не сказать об открытом попрании прав и свобод всего ингушского народа, как федеральным центром, так и проводником линии Кремля в самой республике Ингушетии, коим является ее глава Евкуров. Уровень доверия к этому деятелю со стороны общественных целей начал падать почти с первого дня его назначения на пост президента республики. Начало падения его политического рейтинга было положено неожиданно громким политическим заявлением на так называемом съезде ингушского народа в 2008 году в том, что территория пригородного района является неотъемлемой и законной частью Северной Осетии. Тем самым Евкуров позиционировал себя явным противником печально знаменитого закона о реабилитации репрессивного народа. Следующим его антиконституционным, противозаконным шагом стало снятие с повестки дня вопрос о возвращении вынужденных переселенцев в места прежнего проживания в город Владикавказский пригородный район. Более того, глава линии не предпринял ни одного сколь-нибудь значительного шага по предотвращению последствий осуществляемого в Осетии принципа о невозможности совместного проживания осетин-ингушей, что невозможно рассматривать как практику скрытого геноцида. Основными факторами этой политики сегрегации являются руководство Северной Осетии, ее силовые ведомства, а также вооруженные бандформирования из обеих Осетий, орудующие с молчаливого негласного согласия руководства Осетии. Сегодня населенные пункты пригородного района и правобережная часть Владикавказа разительно отличаются от другой части Осетии своей инфраструктурной необустроенностью, отсутствием культурно-просветительных, спортивных, производственных объектов. И это при том, что ежегодно на протяжении более четверти века на социально-экономические, культурно-просветительские цели из федерального бюджета направляются колоссальные средства. Но облик населенных пунктов пригородного района не меняется. Думается, что в счетной палате Российской Федерации следовало бы обратиться к практике расходования этих финансовых потоков. Что же касается главы РИ, который сам является выходцем из селения Татска пригородного района, то он ни разу не поставил вопрос о нецелевом использовании руководством Осетии и дислоцирующимися в городе Владикавказе различным федеральным органам по ликвидации последствий так называемого осетино-ингушского конфликта, средств, выделяемых на восстановление населенных пунктов пригородного района. Осенью 2018 года глава РИ, поддавшись давлению федерального центра, инициированного руководством Чеченской Республики, совершил еще одно преступление перед собственным народом, заключив соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. В результате соседней республики была передана ингушская территория, богатая нефтяными залежами, древними историческими памятниками ингушского народа. Общая площадь территории, переданной Чеченской Республике, составляет около 50 тысяч га. За этим последовала еще одна политическая провокация со стороны Евкурова в виде внесенной им в парламент 3 законопроекта о референдуме, в
котором не содержалась статья, подтверждающая обязательность проведения референдума по вопросу изменения территории или границы, об изменении ее статуса или объединении с другими республиками. Внесенный Евкуром законопроект был якобы принят в первом чтении. Как выяснилось впоследствии, голосование было сфальсифицировано. 14 депутатов из 24, принявших участие в голосовании, высказались против принятия данного законопроекта. Общественность Ингушетии убеждена в том, что эта политическая афера была провернута главой РИ с целью передачи Северной Осетии территории со Столовой горой и завода «Кавдаламид» в Джазарском районе Риги. Все эти и другие противоправные, противозаконные и предательские в отношении ингушского народа действия главы РИ, предпринимаемые им с позволения или прямых директив федеральных центров, довели ингушский народ до всеобщих протестных движений. Прошедшие в городе Магасе осенью 18 года и марте 19 года санкционированные митинги ингушского народа красноречиво свидетельствуют о накопившейся критической массе среди ингушского народа против политической линии, осуществляемой руководством РИ во главе с Юнусбеком Евкуровым. Лидеры протестного движения, да и все участники прошедших митингов не допускали никаких противоправных, противозаконных проявлений ни в публичных высказываниях, ни в действиях. Они требовали и от федерального центра, и от руководства РИ равно то, что вы добиваетесь для русскоязычных граждан Донецкой и Луганской областей Украины. Мы, члены общественного движения Совета тайпо-ингушского народа, равно как и вы, Владимир Владимирович, ставите вопрос о защите прав и свобод для граждан указанных областей, добиваемся восстановления прав и свобод ингушского народа. Мы не требуем ничего, кроме справедливости в осуществлении национальной политики в отношении ингушского народа, в равной степени соотносящейся с вашей политикой, направленной на восстановление прав и свобод наших соотечественников, проживающих за рубежом. Выводя людей на протестные акты, лидеры движения, все участники санкционированного митинга, да и весь ингушский народ рассчитывали привлечь внимание федеральной власти к перманентно попираемым правам и свободам ингушского народа. Вместо защиты прав и свобод народа высшее руководство страны и беспрецедентное руководство республики, беспринципное руководство республики подвергли ингушский народ массовым репрессиям. Десятки участков мирных протестных акций, проводившихся в рамках прав, предусмотренных действующей Конституцией РСФСР, арестованы. В их домах проводятся повальные обыски. Многих штрафуют по максимуму. Руководством РИ инициативно закрытие их малых и средних предприятий в виде аптек, рынков и так далее. А товары из этих частных предприятий конфискуют. Республика буквально наводнена силовиками из разных регионов страны. На улицах городов республики можно видеть военную технику, а в небе круглосуточно баражируют военные вертолеты. По всему видно, что руководство страны воспринимает ингушский народ, если не как врагов, то во всяком случае как неблагонадежных. Мы от лица ингушского народа протестуем против сфабрикованных против нашего народа лживых стереотипов и требуем в корне пересмотреть национальную политику, осуществляемую против ингушского народа.